Всем привет! Вот сегодня буду менять свечки на Эстиме. Это у нас вот такой вот кузов. Новая. 2016 же, да? 15 год. Вот, гибридная. Сейчас будем устанавливать свечки. Свечки у нас, по-моему, Ориги, да? Денцевские. Ну вот, в принципе, как бы так. Сейчас снял жабо. Будем откручивать вот эту часть, добираться. Ну вот свечки, они уже вот они. Но у нас еще задача почистить здесь дроссельную заслонку. Сейчас будем смотреть, как до нее добраться. Машину эту делаю первый раз. Человек доверился. Попробую аккуратно все сделать. Все, смотрим. Вот этот вот шланчик идет вот сюда, вот на дроссельку. Обязательно не забыть надо поставить его. Свечки стояли вот такие NGK. В принципе, они неплохие. Ни масла, ничего нету. Все чистенькие. Зазор нормальный. Ну и как бы по свечам претензий-то не было. Даже диагностика показала, что ни пропуска по зажиганию ничего нету. Но мы все равно поставим вот эти. Сейчас будем ставить их, втыкать для самоуспокоения. И все, эта машина уже будет ходить долго. Так. Вот, добрался до дроссельной заслонки. Занятие, конечно, как говорят, правда, еще то. Но в принципе все делается. Все можно сделать, добраться. Вот. Заслоночка выглядит вот так. Грязная. Вот где вот момент закрытия. Здесь очень сильно грязь есть, присутствует. Сейчас будем все это дело мыть. Поставим чистенькую, красивую заслонку. Потом будем менять свечи. Свечи будут у нас вот такие. По каталогу, тойотовские. Iridium. Номер у них вот такой. Фокусируйся. 909 19 01 21 7. СК 16R11. Очень важный момент на Эстиме. Шланги практически одинаковые, поэтому шланги должны быть помечены, вот именно которые идут на охлаждение. Вот это сюда ближе, а вот тот, который, вот он, второй шланчик белый, ну, тут такая типа белая пометка есть, он идет туда, в дальнюю получается уже. Ну, в принципе, как бы по огибам можно это понять, но можно запариться. Можно запариться и поставить неправильно. Такие вот дела. Эту Эстиму поставим свежий фильтр. МФА, Масума, аэрофильтр. Вот такой у нее номер, кому надо. Жабо. Осталось все закрепить. Собрал Эстиму. Вот, все чистенькое. Здесь все керхером отмыл. Сейчас буду заводить машину, проверять. Так, сейчас буду переводить машину в сервисный режим. Заходить, смотреть работу дроссельной заслонки. Так. Выключим. Раз, два. Раз, два. Так. Опять ключик не видит. Раз, два. Раз, два. Раз, два.
Все. Сейчас машина будет все время работать на двигателе, что нам и нужно. Ну а мы сейчас будем заходить в работу двигателя и проверять. Проверять работу именно дроссельной заслонки, свечи на пропуске. Калибруется, по-моему. Обороты прибавил. Обучается. Обучение у нас происходит именно при температуре, при рабочей температуре двигателя. Сейчас надо, чтобы двигатель у нас нагрелся. Так, выходим. Заходим. All Data нажимаем. Так, ну вот. Смотрим все показания. Дроссельная заслоночка у нас сейчас 16 показывает. Температура двигателя у нас 55. Ну, ждем, когда она прибавится. Как прибавится температура, так у нас пройдет обучение дросселя. Пропусков по зажиганию нет, свечи хорошо работают. Тачка пускай поработает еще немножко. Ну а так все в порядке. Сейчас пройдет обучение МАФ. То есть коррекции соберутся. И все будет нормально. В общем, свечки четко работают. Ну все, уезжает от меня Эстима. Обслужил, поменял свечки. Дроссель. Дроссель стал где-то 15,5, вот так процентов, 15 даже. Прикольный звук. Уехала машина. Вот так вот, ребята. Эстимы ко мне микроавтобусы начали приезжать. Это очень хорошо. Ну так, что хорошо, еще новый вот ноутбук взял диагностический, нормальный, очень удобный. Очень компактный. Сюда поставил Honda Diagnost. Ну и это. И с ним намного лучше работать. Почему? Потому что тот у меня батарейку, во-первых, не держал. А этот сейчас батарейку держит нормально. Ну и очень компактно, удобно с ним работать. Быстрый, шустрый очень. Также вот стенд новый настраиваю. Потихонечку скоро буду работать им. В общем, нормально сервис работает. По чуть-чуть машинка нет-нет приезжает. Это уже как бы хорошо. В день по одной машинке хотя бы было бы нормально. Но бывает, что нету. Такие вот дела. Всем пока. Смотрите мой контент.